Куштау – это наша природа, где мы выросли с детства. Правда, потом и разъехались, и снова вернулись. Это красивые места. Люди поселяются только из-за красоты природы. Здесь у нас нет ни общественных каких-то там клубов, театров, детских садов, школы, ничего нет. Люди из-за красоты этой природы селятся здесь. Здесь вот недавно раздали эти земли, людям обещали. И вот такое теперь событие. Гора помешала Хабирову изменить политику, послушать народ. Он должен народ слушать. Непонятна его тактика. Мы не хотим завод закрыть. Люди живут. Пусть переходит на технологии, которые не трогают гору. Сохранить ее можно. Нам уже уничтожили одну. И климат у нас поменялся, очень поменялся. Ветра, постоянные ветра, колючие. А если это тоже снесут, вообще будет сквозняк. Хотим поддержать протест против сноса вот этой замечательной горы. Гора здесь миллиарды лет, миллионы стоит. Пришли какие-то люди, и они хотят ее просто снести. А что для вас эта гора? Что для вас Куштау? Ну, во-первых, это природа. Это деревья, это уникальные звери, растения. Все это уничтожится. Красота. Красота. В конце концов, мы все можем снести, в конце концов. Но зачем? Здравствуйте. Да, все очень приятно. Скажите, пожалуйста, почему вы здесь сегодня? Пепел деда мне в грудь стучит. Мне дорога гора. И вообще мне дорог наш край. Достаточно уже одного такого разгрома. То, что СОДА заявляет о сокращении, о градообразующее, что она градообразующее предприятие и очень много рабочих мест сократится, это чушь полнейшая. У нас уже как минимум 3/4 нашего города по вахтам работает во всех городах и весях, где только их нету. Но только не здесь. У нас уже здесь все, ничего не осталось, никаких условий ни для жизни, ни для работы. Пытаемся просто выжить. А из нас пытаются еще и выжать. Еще вот это все дело. Но если ее не будет, это такая дыра будет, даже не просто на нашем пейзаже, а в нашей республике, в нашей стране. Я считаю, что так, что это просто кощунство, такие разбазаривать так наши природные ресурсы. Даже, скажем так, вместо того, чтобы сюда организовать, туристический бизнес, конечно, у нас слабо развит, но это все дело поправимо. Можно сделать и так. Кроме того, экология, это, я считаю, что будет непоправимый ущерб экологии нанесен. У меня 2 детей тренируются на северном склоне горы Куштау в школе Олимпийского резерва. Дети тренируются с 4 лет. Уже старшая дочь уже 8 лет на лыжах. Младший только начинает. Вот. И я хотела сказать, что мы везде как бы кричим, боремся, чтобы была демография, рождаемость, чтобы дети занимались спортом. Мы за спорт, мы за здоровье. А на самом деле получается, что это не так. Нас не поддерживают. Если гору разработают, то школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду закроют. Поэтому я против этого тоже. Один ученый наш, башкир, говорил 3 года назад, в 18 году, он говорил, на 27 лет еще хватило бы запасов доломита в той дыре Шахтау. На 27 лет. Он профессор, член-корреспондент. Выборная кампания была, мы его хотели от КПРФ засунуть в кресло главы. Он тогда и честно сказал, я ему верю. Залили, это же там трудно, ее же надо добывать, доломит. Немножко потруднее добывать, чем рыхлый известняк. Вообще много там. Вот так, это моя родина, что тут говорить. Я ее вынужден защищать, у меня другой не будет. У меня нет счетов в Швейцарии, нет счетов в Вене. Я не езжу каждую неделю за ваш счет. На самолете туда не летаю. И не буду. Мне там не интересно.
И потом я живу 3 километра от этой горы. Ну это же что у меня будет там? Куры подохнут. Вот, тем более, я не знаю. Вам надо... И кто знает, как эти взрывы скажутся. Ведь через реку уже заводы, череда заводов. А если вот земля будет трястись, кто даст гарантию, что эти заводы не взорвутся? Умница. Правильно. Вот, кто даст гарантию? Правильно. И это же будет вселенная катастрофа. Вот, потому что везде вот это вот у нас отстойники, вот это вот Цветаевка, вот все вот это вот, все же это пойдет. Мы с этой СЦК, что мы имеем с нее, с этой БСК? Копейки какие-то получают. Все уходит за границу. Если они боятся оставить без рабочих мест 1000 человек, хотя закрыли Машзавод, ВТС, станкостроительный завод, 10 тысяч выбросили людей, без работы оставили, ничего, все было тихо. Сейчас за 1000 людей, я не против того, чтобы сода закрылась, я против того, чтобы, я за то, чтобы переходили на новые технологии. Им нужен углекислый газ. Берите углекислый газ, пожалуйста, с других мест, который просто в воду выбрасывается. Вот. Ну, при чем тут гора, при чем тут известняк, который не нужен совершенно для производства соды. Нужен только эту гору разработают просто на щебень, который засыпят улицы, вот, дороги. Стоит такую красавицу уничтожать, чтобы засыпать дороги. Вот. Подумайте, вообще, здравый смысл-то должен присутствовать у людей. Но люди не решают, к сожалению. Тут я имею в виду верхушку эту. Нет, это не люди. Это не люди, это монстры. Это манкурты. Они забыли, что у них есть родина, мать есть.